В эфире новости студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. В Якутии увеличили количество квот на трансплантацию органов. Что это значит для пациентов, ожидающих пересадки? И какие операции теперь станут доступнее, узнаем из нашего следующего сюжета. Как взрастить креативный класс в Арктике? Своим опытом делится Арктический институт культуры и искусств, которому исполнилось 25 лет. Секреты долголетия на сцене. Верхневилюйский народный театр раскрывает их в свой 60-летний юбилей. С этого года россияне смогут получить по полису ОМС 43 новых вида высокотехнологичной медицинской помощи. В перечень вошли такие сложные операции, как протезирование клапаном в сердце, реконструктивные операции при травмах, а также органосохраняющие операции с использованием робототехники на различных органах, включая поджелудочную железу, печень, желудок и кишечник. Кроме того, программа ОМС теперь включает два уникальных метода лечения сердечно-сосудистых заболеваний – имплантацию частотно-адаптированного кардиостимулятора. В этом году Центру трансплантации Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины увеличили квоты на пересадку донорских органов. Так планируется выполнить 15 операций по трансплантации, в том числе одно оперативное вмешательство по пересадке сердца. С 2001 года, с момента открытия центра, было выполнено порядка 140 операций по пересадке почки, 30 операций по трансплантации печени и 1 операция по пересадке донорского сердца. Пересадка органов ведется как от родственников, так и кадаверным способом. На сегодняшний день мы пытались все подняться на тот же уровень, который был до ковида. Это где-то около 12 трансплантаций в год органов, всех органов это имеется в виду. Да? К нам в этом году, надо сказать, что в августе месяце приезжал с аудитом сам академик Готье Сергей Владимирович. И он нам указал на то, что мы, в принципе, должны двигаться в сторону увеличения количества. Потому что на миллион населения количество оно должно быть в разы больше, чем которое мы выполняем на сегодня. В новогодние каникулы работник детского сада «Колосок» в селе Юнькюрь Алепминского района собрал станок нарезки лент для плетения маскировочных сетей. Теперь его коллегам будет немного проще и быстрее плести сети, а видео презентации станка и подробный чертеж моментально разлетелся по интернету. Говорят, многие просят мастера выполнить такой же. В детском саду побывала Елена Фаст. Испытываем наш станок, который сделал наш коллега Леонид для нарезки ленточек. Не так давно социальные сети облетело видео с демонстрацией работы самодельного станка для нарезки лент при плетении сетей. А придумал этот станок обычный человек Леонид Владимирович Евстифеев. Он себя и волонтером не считает, машет руками. Я просто так. 25 лент. Вот 25 лент. За 5 минут. Даже меньше. Да. С подвязками такими уже сразу готовы. Они уже готовы к плетению. Сколько времени уходило на ленточки нарезать? Ну, на одну сеть, допустим, примерно. Несколько дней точно. Потому что мы все-таки работаем в свободное время. Кстати, этот клуб создан на базе детского садика в селе Юнькюрь. Что у меня 2 сотрудника, они являются супругами. Их сын сейчас находится в зоне специальной военной операции. Получается, что, и также у нас вот сотрудница, ее супруг тоже является участником специальной военной операции. То есть мы не сторонние люди. Мы сами являемся частью, пережили вот это все наряду со своими сотрудниками, да, знаем, что это такое. Они не отделялись от общего, просто так могут делать намного больше. Наш коллектив именно плетением сетей начали в прошлом году с апреля месяца. Это у нас 11-я сеть висит уже готовая. На днях начинаем плести 12-ю сеть. Они – это весь коллектив детского садика. В нашем наследии принимает участие во всех мероприятиях. Целый год мы проводим акции, субботники, какие-то мероприятия. И вот среди всех этих мероприятий также еще занимаемся помощью семьям СВО и изготовлением сетей, нашлемников, каких-то других вещей именно для того, чтобы помочь нашим бойцам на фронте.
Кто хоть раз сам резал ленты, поймет, насколько это стало удобнее, а главное – быстрее. Заинтересовало, но обязательно попросим наших мужчин, чтобы они тоже нам сделали такой станок, и будем активно работать. А Сергей Иннокентьевич собрал станок для плетения сетей. Она слаживается, как раскладушка, и можно спокойно убрать и уточнить. И делаю вот по размеру где-то 3 метра, потому что они почти стандартные все. И просто вот они вот одну сторону натянут, сделают, потом перебрасывают и подцепляют. И... У коллектива наладилась тесная связь с клубом волонтеров в Алекминске. Материалы нам предоставляет волонтерский штаб города Алекминска, набережная 2. Мы с ними работаем напрямую, и девчонки молодцы. Вы только плетите, мы вас снабжаем. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Вилюйском Улусе подведены итоги года семьи. Особое внимание уделялось поддержке семей с детьми, в том числе приемных, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из 110 детей-сирот, состоящих на учете в районе, 83 ребенка обрели заботу и тепло в опекунских и приемных семьях. Еще 3 детям посчастливилось встретить Новый год уже в новых семьях. Власти Улуса отмечают важность сохранения семейных ценностей и продолжат работу по поддержке детей, лишенных родительского попечения. Кроме того, 17 детей находятся под опекой государственного учреждения социального обслуживания. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации следует, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в своей кровной семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, да, и совместное проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Благодаря взаимодействию органа опеки, Центра содействия семейному воспитанию и заинтересованных структур Вилюйского района по итогам проведенных комплексных работ с родителями по восстановлению их прав было возвращено в свои кровные семьи 17 детей, что говорит о значительном сокращении социального сиротства. В детском учреждении Сардана Горного района состоялась ежегодная неделя безопасности, организованная совместно с противопожарной службой, ГИБДД и лесничеством. В течение недели детям в доступной форме рассказывали о правилах пожарной безопасности и поведения на дороге. Специально приглашенные инструкторы провели наглядные занятия, демонстрируя действия в случае ЧС. Специалисты отметили хорошую подготовку ребят, которые продемонстрировали базовые знания по безопасности. За завершением недели состоялась выставка детских рисунков на тему безопасности, лучшие из которых были отмечены наградами. Мы привлекли детей из дружины юных пожарных, финалистов Всероссийского смотра конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России». Дети пришли, рассказали детям о движении, объяснили им правила пожарной безопасности, по каким номерам они должны звонить в случае пожара. И самое, что мы хотим отметить, что дети больше слушают детей. Да? И это очень отрадно, и мы в практике в дальнейшем будем это использовать. Арктический институт культуры и искусств встретил юбилей 25 лет со дня образования. За все годы деятельности институт стал ведущим экспертным вузом в сфере подготовки кадров культуры, искусств и креативных индустрий на территории Дальнего Востока и Арктики. За годы работы АГИКИ выпустил более 3000 специалистов по основным образовательным программам. Поздравить с юбилейной датой пришли студенты, преподаватели и выпускники разных лет. Основной целью до 2030 года стало взращивание креативного класса. Для достижения цели в институте открываются уникальные образовательные программы, реализуются межрегиональные и международные проекты. На сегодняшний момент в составе института работают те люди, которые были в то время 25 лет тому назад. И они сохраняют вот тот дух, наверное, тех первооткрывателей, которые стояли у истоков создания института, они продолжают делать тех людей, которые открывали, начинали. Появляется преемственность, появляется наставничество, и это говорит о том, что институт имеет хорошую базу для дальнейшего роста и развития.
В Верхневилюйске отметили 60-летний юбилей Народного театра имени Ивана Спиридоновича Семенова. В торжественный день собрали артистов-ветеранов, которые ранее работали в театре. Валерия Золотарева продолжит тему. В этот торжественный день поздравили с юбилеем Народного театра и вручили награды артистам-ветеранам, тем, кто много лет работал здесь, людям, творчески открывшимся на сцене, и новому молодому составу артистов. Также провели конкурс инсценировок среди организаций Улуса. Название нашего спектакля называется «Минигиен». В роли, насколько там человек играет? Человек 45 примерно. Моя роль в данном спектакле, я представляю, как вы видите по мне, современный мир, современные клубы и современную молодежь. Реквизиты у нас мы сами делали, под заказ ничего не было. Основной, допустим, коровы и так далее, более сложные, которые массивные костюмы, это у нас Харахов Роман Ильич сделал. Некоторые, допустим, сами из подручных средств и так далее. Все сами, своими руками и своим талантом. Всего участвовали 5 организаций, предприятий, и из них гран-при получили технику. В составе жюри была я сама и режиссер Народного театра Татьяна Семеновна Борисова и Копыленко Светлана Даниловна. Провели презентацию новой книги, в котором собрали воспоминания артистов и режиссеров, всех, кто связан с Народным театром. Книга издана в количестве 200 экземпляров. В эти дни в доме Лонхо стоит фотовыставка, рассказывающая о жизни театра за 60 лет, и выставка про Ивана Спиридоновича в честь его 95-летия. Валерия Золотарева, Верхневилюйск. Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары приглашает волонтеров принять участие в организации 22-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары», которая пройдет с 7 по 12 июля в сети Итык-Кюль Татинского района. Это уникальная возможность получить незабываемый опыт, познакомиться с новыми людьми и ввести свой вклад в проведение масштабного спортивного события, ожидающего около 7 тысяч участников. Желающих стать частью команды организаторов приглашают заполнить заявку на портале Добро.РФ. В программе спартакиады якутские прыжки, масс-рестлинг, гиревой спорт, бег, борьба хапсарай и другие. К этому часу это была вся информация. Увидимся в следующих выпусках.